Великое знание динамично. Его надо раскрывать заново каждый раз. Мы служители, выполняющие эту роль. Василий Налимов. Здравствуйте. Тексты Василия Васильевича Налимова поначалу кажутся сложными для понимания. Но наступает момент, когда в налимовских строках начинаешь находить ответы на вопросы, давно мучившие тебя. Мы часто страдаем от непонимания своего глубинного «я». А ведь именно распаковкой смыслов занимался Налимов. Хотя однозначно сферу интересов этого ученого определить невозможно. В сегодняшней передаче о научных поисках Налимова, об их значении выскажут свое мнение ученые, люди, лично знавшие Василия Васильевича, участники вторых налимовских чтений, прошедших осенью 2001 года в Сыктывкаре. Мы побываем с вами на мероприятиях, организованных в рамках этих чтений. Пожалуй, даже неверно называть их мероприятиями, точнее, на событиях, происходивших на налимовских чтениях. Открытие вторых налимовских чтений состоялось в Национальном музее Республики Коми. И в этом есть своя закономерность. Музей тесно связан с династией Налимовых. Одной из задач его сотрудников является изучение и сохранение наследия ученых. В частности, когда в 20-е годы происходило формирование этнографической коллекции музея, непосредственное участие в этом принял Василий Петрович Налимов. Собравшимся впервые были продемонстрированы вот эти предметы, привезенные Василием Петровичем из поисковых отрядов. Это не просто музейные экспонаты, а предмет исследования ученых. Вполне закономерно и то, что открыла налимовские чтения министр культуры Республики Коми Светлана Горчакова, так как тема, которой были посвящены очередные чтения, звучала так: «Культура в 21 веке. Катастрофа или трансформация». Большой интерес сохраняется к трудам наших великих мыслителей и философов. И, естественно, я думаю, что это будет способствовать тому, чтобы мы сами больше познали и думали, философски осмысляли сегодняшнее наше время. А время, естественно, у нас сегодня очень сложное. И я думаю, что все эти акции, они будут способствовать тому, чтобы мы делали все для того, чтобы наша культура сохранилась в красивом, чистом виде. И все для того, чтобы каким-то образом мы вкладывали свой труд в дело спасения по-настоящему нашей духовности и делали все для того, чтобы противостоять тому вульгаризму, тому отрицательному, которое сегодня на нас со всех сторон, в принципе, наступает. Конечно же, наша республика делает многое для того, чтобы сохранились труды наших ученых, выходцев нашей земли, и поэтому именно к этим дням приурочен выпуск книги Василия Васильевича Налимова «Искушение Святой Руси». И я думаю, для нас это большое тоже, естественно, событие. Очень благодарна возможности держать книгу на вторых налимовских чтениях. Я очень благодарна всем, кто вложил свою энергию, свое время в осуществление такой возможности. Я благодарна самому событию, случившемуся вот теперь. Вторые налимовские чтения это действительно событие. И я понимаю, как трудно было готовить, сколько усилий потребовалось здесь, в Республике Коми, для того, чтобы мы все могли здесь собраться и поговорить о удивительных людях, и о когорте удивительных людей, среди которых Василий Петрович Налимов и его сын Василий Васильевич Налимов. Книга непростая. Книга состоит, собственно, из двух книг. Одна из них – это «Искушение Святой Руси», кармическая теория культуры, и это лежала у Василия Васильевича рукопись в столе с 70-х годов, потому что она, как пишет он сам, посвящена анализу негативного эксперимента административно-партийной системы, и того эксперимента, в котором мы с вами в течение
более 70 лет принимали участие. Да, советский период нашей истории Василий Васильевич называл экспериментом. И по поводу этого эксперимента он написал свои мысли, и естественно, как всегда, высказывая мысли, он как-то их еще и интерпретировал. И его философская интерпретация касалась культуры и ее тогдашнего состояния, и ее будущего состояния. И поэтому вторая часть книги – это некогда плохо изданная, малым тиражом выходившая брошюра, которая называется «На грани третьего тысячелетия. Что осмыслили мы, приближаясь к 21 веку». Вы знаете, все книги Василия Васильевича чрезвычайно важные. И это не потому, что я вот так думаю, не потому, что я, конечно, его непрерывный и такой вот пожизненный апологет. Я действительно считаю, что Василий Васильевич был одним из крупнейших мыслителей современности. Он не считал себя философом, он называл себя свободным мыслителем, которого творческие взлеты которого репрессивная система подавить не сумела. Он всегда говорил то, что думает, и писал как власть имеющий, сильный в слове и в деле. Он был человек цельный, он говорил то, что думает, и поступал сообразно тому, что он думает. Может быть, потому вот его личность отличалась такой вот харизматичностью, а его труды, независимо от того, когда их читаешь, понимаешь в полной мере, проникаешься ими в полной мере, даже в малой части, они несут в себе такой потенциальный творческий заряд, обращенный к каждому читателю. Вы знаете, это удивительно, конечно, любое общение с Налимовым Василием Васильевичем вот в том воплощенном варианте, когда он был еще здесь на земле, или теперь уже в его трудах, оно всегда очень творчески, индивидуально организовано. Вы понимаете, что он разговаривает с вами, и вы становитесь его собеседником. Это моя давняя забота и даже моя теперешняя печаль. Я всегда думала, рядом с Налимовым я была умной, и я всегда удивлялась тому, что любой человек рядом с Налимовым становился умнее, и творческий заряд в нем каким-то образом реализовывался. Когда он ушел и получал письма от разных людей, то во всех письмах я читала практически одну и ту же мысль. Человек – легенда, и уходят гиганты. А сейчас гиганты к нам возвращаются, и я думаю, что они от нас никогда не уходят, если мы на это готовы. Спасибо. Значительным событием в культурной жизни нашей республики стало открытие в Национальной галерее выставки картин московского художника Алексея Дьячкова. Свой творческий метод живописец называет трансперсональным символизмом. Это придумал я сам, но Василий Васильевич Налимов его одобрил. Он был очень рад, что я такой придумал. Трансперсональный символизм. Это работа с архетипами, значит, работа с символикой, с образами, значит, с мифами. Вот. И вообще вот сейчас мы тоже придумали с Жанной Санной одно очень интересное, значит, название этому направлению. Значит, реинкарнация идей. Это Василий Васильевич еще об этом говорил, как-то сейчас до нас это дошло, что в конце концов мы вот я занимаюсь именно этим. Вот, реинкарнация идей. То есть идеи, как бы вот они жили, и они перевоплощаются в новом художнике, в новую эпоху. Я считаю, что это очень интересно. Алексей, как получилось, что вы обратились в своем творчестве вот к этой тематике? Это произошло случайно в 1979 году, в декабре месяце. Значит, мой друг, художник Виталий Грибков, познакомился с Василием Васильевичем Налимовым в университете. И Василий Васильевич решил создать группу художников, чтобы заниматься медитацией. Меня пригласили. И с тех пор, как бы, вот, мы 11 лет занимались медитацией в группе, которую вела Жанна Санна Трагалина. Василий Васильевич тоже там участвовал. И как бы с тех пор вот я стал заниматься именно этим. И так получилось, что я остался один.
как бы всем стало неинтересно, и все откололись. Я остался один. Мне стало это безумно интересно. Я решил, что это мой путь. Так что Василий Васильевич мой, так сказать, крестный отец в искусстве. Скажите, вот эти образы вам приходят во время медитаций? Раньше да, и сейчас как бы я уже могу просто вот находиться в таком, как бы сказать, измененном сознании, творческом таком, когда вдруг, как сейчас такое модное, знаете, есть, я под это не люблю, связь с космосом, да, вот, я такой термин не очень люблю, но другого пока нет, вот, так что вот эти образы оттуда приходят. Но этого мало же, нужно еще как-то и какой-то облик, так сказать, какое-то обличие им сделать, что ли, чтобы это была картина, произведение искусства. Потому что образы приходят всем, а художник, так сказать, художники должны это дело изобразить, чтобы было именно искусство. В жизни бывают случаи, которые обычно описывают в романах. Такой случай попался мне. Жанна Александровна, Гагарина, это супруга Василия Васильевича, нашла у себя в архиве папку. Как мы поняли, это папка рисунков Василия Петровича Налимова. В его экспедициях, по северу. Называется «Вагульские рисунки». Она мне эту папку дала. Там такая кладезь образов и символов, как бы я загорелся и стал делать. Правда, у меня времени было мало к этой выставке, но я сделал 6 работ. Вот. Но такие вообще бывают подарки, может быть, раз в жизни, не знаю. Вот. И у меня еще дома есть масса эскизов, если успею сделать, я еще сделаю. Вот. Тут меня спрашивали уже, почему они белые? Я говорю, а вот я думал, и мне показалось, что образ Коми – это белое на белом. Я никогда не был, я первый раз в Коми приехал. Вот белое на белом – это образ Коми. И вот эти символы, какая-то непроявленность. Вот они как бы выходят из белого и уходят в белое. И ни цветов, ни формы, но вот есть нечто вот такое, вот как звук. Вот я пытался дать какой-то звук, который то появляется, то исчезает. Так что вот пока для меня это вот образ Коми. Может быть, когда я здесь посмотрю, может, немножко изменится, хотя я бы не хотел, мне нравится больше белое на белом. А это уже произведения художников Республики Коми, представляющих этнофутуристическое направление в искусстве. Здесь также, как и в работах Алексея Дьячкова, мы видим интерпретацию мифов, магических знаков и символов. Ирина, я хотела бы узнать твое личное мнение. Вот как ты считаешь, есть ли какие-то точки соприкосновения у тебя лично, как у художника, вообще у художников-этнофутуристов с мировоззрением Василия Васильевича Налимова? Какие-то есть общие точки соприкосновения? Однажды, познакомившись с его работами, я заинтересовалась проблемой спонтанности. И эта проблема оказалась очень близкой и мне как художнику, и прежде всего как педагогу. Оказалось, на этой теме очень легко и интересно работать с детьми. И дети отзываются, и дети понимают, что такое спонтанность лучше, чем взрослые. Это один момент. Другой вопрос – этнофутуризм и Налимов. Очень скользкие, очень зыбкие связи, но они, мне кажется, существуют. Если сравнить, например, трансперсональный символизм Алексея Дьячкова и этнофутуристов, то Алексей с
космогонич, то есть он как бы космос. А этнофутуристы, они Земля. Без Земли мы никогда бы не увидели космоса, да? А космос, то есть это обращение обязательно, оно одно без другого не бывает. Это вот есть одинаковость, не то что одинаковость, а некая такая тонкая аналогия по мышлению, возвращение к знаку, к символу. Она как бы не то что обязательная, она естественная и там, и тут. И вот это очень общее. Я думаю, что это даже философы не скажут, что есть общего. Это вот как бы вот чувствуешь и все. Художественные работы учащихся гимназии искусств при главе Республики Коми, выполненные под руководством педагога Ирины Федосовой, вызвали искренний интерес участников налимовских чтений, так же, как и концерт гимназистов, который стал завершающим аккордом первого дня чтений. Центральным событием налимовских чтений 2001 года стала научно-практическая конференция, собравшая в Коми Республиканском институте развития и переподготовки кадров ученых, педагогов, студентов. Организаторам удалось привлечь к работе конференции видных ученых не только из нашей республики. С докладами выступили профессора и доктора наук, приехавшие к нам из Москвы. Был даже гость из Германии, доктор физико-математических наук Манфред Бониц, который представил мемориальный том международного журнала «Синеметрикс», посвященный Василию Васильевичу Налимову. Неординарно, несвойственно для научных кругов начал свой доклад кандидат философских наук Игорь Федорович. Вот этот маленький фрагмент песни Джона Леннона «Imagine» прозвучал не случайно. Игорь Вячеславович объяснил присутствующим, что не только в силу своего увлечения творчеством Джона Леннона исполнил его песню «Представь», но и потому, что строчки именно из этой песни цитирует Василий Васильевич Налимов в книге «Искушение Святой Руси». Творчество этих масштабных людей эпохи, по сути, харизматических личностей, созвучно тем, что их пронизывали идеи свободы, неприятия насилия и условности любых границ, надежды на спасение цивилизации за счет вмешательства космических сил. Да, возможно, мы идем к катастрофе, считали они, но это не значит, что она будет. Об исторической роли научных поисков Василия Васильевича Налимова, об их значении для нас, ныне живущих, я попросила высказаться некоторых участников научно-практической конференции. Вот их мнение. Василий Васильевич Налимов очень многогранный ученый, поэтому о значимости его научного творчества я могу говорить только в том направлении, которое мне близко. В том направлении, когда я работала в непосредственном контакте с Василием Васильевичем Налимовым в научном совете по комплексной проблеме кибернетика Академии наук, в секции химической кибернетики, где Налимов был председателем секции, я ученым секретарем, а затем он возглавлял секцию математическая теория и эксперименты, и я была заместителем председателя этой секции. Можно приводить только примеры, которые свидетельствуют о чем-то. Ну вот один из примеров. Еще в 1960 году была опубликована первая книга Налимова, которая называлась «Применение математико-статистических методов в анализе вещества». Это 1960 год. Здесь впервые были предложены Налимовым вероятностные процедуры для измерительных процессов в аналитической химии. Ну, насколько вот значима эта книга? Есть в Соединенных Штатах институт информации, где проводятся данные о цитировании этой книги, где выявляются классики цитирования. Так вот, именно эта книга Налимова является классиком цитирования. Она в 1990 году цитировалась около 1000 раз. Это очень большой показатель. И вот какими параметрами мы будем определять вот, значимость его работ? Ну, пожалуйста, вот как она цитируется. Довольно общепризнано, что наша культура, мировая культура, в масштабах всей планеты переживает сейчас жестокий кризис.
все вытесняется массовой культурой, дешевыми фильмами, поделками всевозможного рода, бездуховностью, бескультурьем. И это касается самых разных, в том числе и передовых стран. Вот Василий Васильевич раньше других заметил этот процесс. И он сказал, что современная культура находится на изломе, что она переживает кризис, и если она не обретет новых смыслов, то человечество обречено. Значит, я думаю, что это одна из самых важных мыслей, которые он высказал. Тот факт, что вот ни с того ни с сего какие-то самолеты могли врезаться в Нью-Йорке в небоскребы и все уничтожить, показал, что наша культура действительно очень хрупкая. Василий Васильевич в своих работах разрабатывал основы теории новой культуры. Он говорил, что мы переоцениваем современную науку, что наука не столь точна, как мы это изображаем, что в науке есть элемент веры, что в науке есть элементы недоказуемого. Я думаю, что вот он даже ставил вопрос, парадоксальный вопрос, научна ли сама наука. Я думаю, что это важный и интересный вопрос, и если мы, вот я твердый сторонник науки, если мы хотим ее развивать и дальше, то мы должны задуматься вот над этим вопросом. Второе. Он ставил вопрос о синтезе культур Запада и Востока. Он считал, что та техногенная цивилизация, машинная цивилизация, в которой мы живем, она убивает человеческую личность. Вот многие его работы посвящены проблемам человеческой личности. Причем он высказал парадоксальную мысль, которую я лично тоже разделяю, и уверен, что вот многие из зрителей этого фильма согласятся со мной. Философия до сих пор не смогла решить проблему сознания. Мы говорим сознание, мы говорим разум, но мы так и мы не можем сказать, что такое сознание. Нам казалось, что мы это знаем, но сейчас мы запутались. Самые основные проблемы бытия человеческого сейчас кажутся нам открытыми, а перед нами стоят жесточайшие глобальные проблемы, от решения которых зависит наше будущее. Поэтому вот еще один важный момент работ Василия Васильевича, который я хотел отметить, это его прогнозы от культуры на 21 век. Это идея ненасилия. Он вырос, прямо с детства он впитал в себе эти идеи ненасилия. Он был мистическим анархистом, который не признавал никакого насилия, хотя сам он испытал его на себе в самых отвратительных и в самых жестоких формах. Вот. Я думаю, что вот эти моменты, вот, как и многие другие, определяют очень обаятельный образ глубокого человека, который, глядя на мир, видит по ту сторону явлений, который понимает то, что многие другие не способны понять, и который говорит нам: делайте так, если хотите, не хотите, вы не выживете. И при жизни Василий Васильевич организовал вокруг себя массу единомышленников, и трудами своими, после того, как его уже с нами не стало, он продолжает организовывать людей вокруг своих великолепных идей, разработок и мыслей. И главное из этих идей заключается в том, что мир един. Мы все говорим о единстве человечества, о том, что нет всякого рода расовых различий и иных проблем, что нужно людей рассматривать как единое целое. Но кроме того, о чем мы говорим, имея в виду человечество, работами Налимова воспитывается сознание того, что все в мире едино. Вот что самое интересное. Все в мире едино. От мира неорганического, зарытого глубоко в пластах земных,
далее до мира органического, когда появляются уже живые структуры, до мира живого, все едино. И законы одного типа регулируют все это единство мира. Поэтому человек — это, принято говорить, это пылинка космоса и так далее, но это может быть просто метафора в обычном понимании этого слова. А на самом деле так оно и есть. Так оно и есть. Человек — это маленькая крошечная частица космического целостного мира. Вот это самое главное, что выкристаллизовывается, вырисовывается из работы Василия Васильевича. Я был на многих конференциях, конечно, нормально люди собудятся, есть хорошая интересная программа, познакомишься с страной, но тут это что-то совсем другое. И наука есть, доклады есть, конференция есть, но есть искусство, есть дети, есть песни, есть продажа новейших книг, и все вокруг одной фигуры. Это же очень редко бывает. Это еще раз показывает, что Налимов, так сказать, принадлежит всем. И наоборот, что каждый, правда, не без труда, может извлекать от его жизни, работы из его книг то, что ему нужно. Не сразу его понимаешь. Иногда это длится очень долго. Но это так, как в искусстве. Ты не сразу понимаешь картину, и так и не сразу понимаешь Налимова. Но если ты очень стараешься, тогда получается большое счастье. Символично, что третий, заключительный день вторых налимовских чтений проходил в селе Выльгард Сыктывдинского района на родине Василия Петровича Налимова, отца Василия Васильевича Налимова. Думается, что события, которые произошли в этот день, заронили зерна истины в душах учащихся Выльгардской школы номер 2, которая носит теперь имя Василия Петровича Налимова. И эти зерна дадут ростки желания приобщиться к трудам, к знаниям их великих земляков, свободным мыслителям, выходцам из земли Коми. И как обращение к ним могут звучать слова Василия Васильевича Налимова, которыми мы завершаем нашу телевизионную программу, посвященную вторым налимовским чтениям. В чем же долг духовно озаренного человека? Я думаю, что ответ здесь достаточно простой. Активно участвовать в создании культуры, отвечающей запросам наших дней. Но культура – это духовная терапия. Она действует только тогда, когда есть согласие, есть взаимное понимание, есть терпимость, открытость новому.